Здравствуйте, в эфире Вестник Харысхал. В сегодняшнем выпуске мы расскажем, как прошел семинар «Уроки доброты». Познакомим с творческим центром «Солнечный мир». Мы уже рассказывали вам о проекте благотворительного фонда Харысхал «Уроки доброты», который проводят в школах Якутска. Чтобы масштабнее обхватить школы, Харысхал организовал обучающий семинар для педагогов и психологов 9 школ и молодых людей с инвалидностью, которые в последующем станут тренерами школьных уроков по пониманию инвалидности. Основная цель уроков доброты – улучшить отношение детей к людям с инвалидностью, показать, что какая-то особенность человека не является основанием для его отторжения, что он такой же человек, как и все остальные, и должен иметь равные права и возможности. Благотворительный фонд Харысхал организовал обучающий семинар, участниками которого стали педагоги и психологи школ, которые включены в программу «Безбарьерная среда», и студенты Республиканского лицея Центра профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов. В течение недели мы с ними занимались. Мы, как сами тренеры уроков доброты, им давали мастер-класс, им советы им давали, еще с ними работал психолог, также юридические какие-то вопросы им тоже там рассказывали. Финальным аккордом обучения стал своеобразный экзамен. Участники разбились по парам и провели вводный урок доброты на базе второй школы города Якутска. Всего было проведено 8 уроков для разных классов, и экзамен был сдан на отлично. Конечно, волновался я, много волнения было. Конечно, с одной стороны, приятно было мне, впервые такой урок провожу я, поэтому, у меня много положительных эмоций. Когда более-менее стал вести урок, мне уже полегче стало, я уже перестал волноваться, уже представил, как будто это мои маленькие братья, сестры, так. Очень хорошо приняли нас, да. Отлично. Активные дети очень, да, мне понравилось. Все много знают, все такого, умные, да, я даже не знаю, в первом классе так знаю. Энергичные, да. Было очень волнительно, и дети очень маленькие, но мы достойно провели урок. Очень много впечатлений, очень много для себя тоже узнала, и оказывается, эти уроки очень полезные. Будем дальше работать. Сначала я рассказал, откуда я, кто я, но потом, когда уже начали рассказывать о приспособлениях, аппаратах, и я тогда уже про себя рассказал, про свои слуховые аппараты. Очень нужно, чтобы дети могли воспринимать как инвалидов, да, как себе подобно, чтобы они не отвергали их, да. Сегодня получат сертификаты о том, что они являются сертифицированными тренерами уроков доброты и будут дальше у нас в городе внедрять инклюзивное образование, то есть будут по школам города Якутска проводить уроки доброты. Сегодня уроки доброты – одно из основных средств популяризации инклюзивного образования и подготовки общества к принятию и пониманию людей с инвалидностью, а новоиспеченные бойцы уже принялись проводить подобные уроки в своих школах. Мы продолжаем знакомить вас с творческими мастерскими для детей, и сегодня мы подготовили сюжет о Центре творческого развития для детей с ограниченными возможностями «Солнечный мир». Центр «Солнечный мир» работает уже более 5 лет и является инклюзивным. На сегодняшний день в нем занимаются около 200 детей от 6 до 18 лет, из которых более 100 детей с особенностями развития. Работа в «Солнечном мире» ведется по 8 секциям. Именно дополнительное образование нужна каждому ребенку, да, и она отвлекает от болезни, да, и каждому ребенку нужно общение, да. К нам ходят дети, которые обучаются на дому, и они находят друзей, они раскрываются, более общительные, которые именно занимаются нашей студии, да, дебют.
и раскрепощаются. Везде мы выступаем и занимаем призовые места. В основном мы работаем красками, гуашью, акварелью, выполняем композиционную работу, участвуем во всех конкурсах, проводимых в городе, в республике. Мой кружок называется «Бумажная планета». Основная техника моя – это квиллинг, искусство бумагокручения. Очень популярно сейчас. И вообще оно развивает мелкую моторику рук. Это главная наша форма. Лепка развивает мелкую моторику, мышление, воображение, фантазию детей развиваем. Есть дети, которые сразу могут выполнять эти задания, есть дети, которые затрудняются. Мы каждое занятие начинаем с лечебной гимнастики Стрельниковой. Да? Я хочу повысить детей интерес к лечебной дыхательной гимнастике Стрельниковой. Эта техника имеет общеукрепляющий эффект. Поэтому я детям хочу, чтобы они обязательно хотя бы азы дыхательной гимнастики Стрельниковой выполнили, да? Ты пой, хамус, ночи сиянием лунным, играй на струнах диких трав, звучи реки потоком шумным, и пусть весь мир сейчас не прав. Я хожу в творческую студию «Дебют» уже 3-й год. В каждых конкурсах мы получаем первые места, и здесь меня учат рассказывать выразительно, чтобы зритель прочувствовал и чтобы были интонации. Я давно хожу, ребята давно знают меня. Они вместе танцуют танцы много, выступают и куда ездят. Я стала лучше рисовать, писать, в школе учиться хорошо стала. Также в центре работает танцевальная студия «Дети солнечного мира», где ребята не только танцуют, но и улучшают здоровье, так как одно из направлений студии является фитнес и аэробика. Кроме всего, в солнечном мире имеется этно-студия Айсулустар, где изучают якутский фольклор, обычаи и учатся играть на национальных инструментах. Старшая группа Айсулустар. Мы тут играем на барабанах, на хамусах и иногда даже сочетаем их вместе. Тут как-то открытые люди, и тут очень интересно играть на барабанах. Просто я раньше никогда даже не играла на других инструментах, и поэтому, наверное, меня сильно тянет сюда. И каждый год мы участвуем в международных всероссийских конкурсах, да, и обязательно завоевываем первое или второе место. Центр «Солнечный мир» на самом деле солнечный, от счастливых улыбок детишек. Родители благодарны, что в Якутске есть такой творческий центр. К сожалению, есть и маленький минус. Здание, в котором располагается «Солнечный мир», не оборудовано для ребят, передвигающихся на колясках, из-за чего они не могут посещать секции, расположенные на других этажах. У нас создалась своя группа танцевальная среди колясочников и с заболеваниями с опорно-двигательным аппаратом. Да? Дети очень активно участвуют во всех мероприятиях, показательных, в семинарах. Да, она начала заниматься здесь этими кружками. Мелкая моторика на руке у нее более-менее стала лучше и более-менее стала на мир смотреть совсем по-другому. Кстати, с недавнего времени «Солнечный мир» начал реализацию нового проекта – реабилитационный курс ипотерапии, лечебно-верховая езда для детей с ДЦП, который осуществляется на базе конного клуба «Золотая подкова». Занятия проходят в манеже, ведет занятия опытный тренер, с ней присутствуют обязательно помощники, коновод. Мы, ребенка, садим на шаговой основе, работает лошадь шагом, да. Ребенок в процессе, в процессе ходьбы лошади получает все необходимые для себя импульсы. Далее мы проводим лечебную гимнастику, что, как говорится, ребенку дает толчок такой, да, сохранять равновесие, выполнять какие-то действия, которые он ранее не выполнял.
что ребенок получает во время верховой езды, он это потом переносит в жизнь. То есть он закрепляет вот эти вот свои результаты. Каждое занятие мы прямо по часам считаем, когда у нас посещение будет. Сейчас мы, как вот началось все вот осенью, у нас 3 раза в неделю занятия. Занятия проходят по полчаса. Ребенок просто ждет каждую минуту общения с лошадью, любит, радуется, ему очень нравится. Если даже видно, что ребенок устал, он с большим усилием, но терпит до конца, вот пока занятие не закончится. Результат, если так взять, сравнить, что было и что стало, конечно, ошеломляюще. Ребенок старается ползать, ребенок эмоционально активный стал, то есть радуется, эмоции уже показывает. До этого, до занятия у нас ребенок был лежачий, без эмоций, без желаний. Как видите, творческое направление помогает детям в развитии своей личности. Плюс ко всему, в солнечном мире ребенок расширяет круг своего общения, находит новых друзей. Уважаемые родители, если вы хотите развивать творческое начало у своего ребенка, милости просим в Центр «Солнечный мир». Все подробности по телефону 42 30 07. Очередной выпуск телепередачи «Вестник Харысхал» подошел к концу. Увидимся через неделю. До свидания. Стань частью большой семьи благотворительного фонда Харысхал. Заполни анкету на сайте fondharyskhal.ru или по адресу город Якутск, улица Пушкина, 31, кабинет номер 7. И вы всегда будете в курсе всех тренингов, семинаров и проектов Харысхала. Сможете получать бесплатные консультации юриста, психолога и других специалистов. А на Новый год вас ждет подарок от благотворительного фонда Харысхал. Все подробности по телефонам 40 20 68. 40 20 69.